Я хочу рассказать о нашем уважаемом земляке, герое войны, победителе, принесшем мирную жизнь, участнике военного парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Насырове Алексее Ибрагимовиче. Наш ветеран родился в самую благодатную пору якутского лета, 1 июля 1919 года в деревне Мачис Марсунтарского Улуса. 5 родных братьев Хасан, Казарман, Макар, Иван и Алексей славились своей силой и трудолюбием, добрым, веселым нравом. Любое дело спорилось в их руках, и ни один праздник не проходил без их песен, плясок и гармошек. Я хочу познакомить вас с историей семьи Насыровых. Моя бабушка Мария Николаевна и дедушка Ибрагим Гафарович Насыровы поселились в деревне Мачисмар Сунтарского района в начале XX века. В молодой семье родились 5 сыновей и дочь. После 1930 года многие жители деревни уехали на родину, остальные переехали в Сунтар из-за необходимости обучения детей и трудоустройства. Детство детей пролетело мигом, едва они повзрослели, началась война. Мы родились в селе Сунтар, и детство наше было беззаботным и наполнено сотнями разных историй, где-то веселые, где-то грустные. Наши родители для нас были примером в жизни. Их уважали за их трудолюбие, энергичность и доброту. Мама пекла вкусные пирожки и булочки и угощала наших друзей. А папа, как человек военный, был строг с мальчишками, много рассказывал о войне, о своих друзьях-фронтовиках. У мамы каждое лето цвели очень красивые цветы, и 1 сентября она эти красивые букеты дарила детворе. Папа учил нас ориентироваться в лесу, рыбачить и научил самому главному – уважать людей и честности. И вот грянула война. Все братья один за другим ушли добровольцами на фронт защищать родину. Алексею тогда было 22 года. В то время он работал начальником механической паровой мельницы, и его на 1 год оставили на трудовом фронте. Только на следующий год, 15 июня 1942 года, он получил наконец-то повестку. «Годен» прозвучал его в ушах, и на следующий день Алексей с братом отправились в долгий путь на фронт. Сели на пароход «Диктатор». Мать, провожавшая сыновей, не проронив ни слезинки, стояла на берегу и смотрела вдаль, пока пароход не исчез из виду. Пароход плыл долго по рекам Вилюй, Лена, Ангара, благоуханное якутское лето, белые ночи, мирная счастливая жизнь, родные и близкие. Все осталось позади. Братья попали на Северо-Западный фронт, а командиры им твердили: воин без жертв не бывает. Гибли в бою друга – тяжелая утрата, а случись такое с родным братом на глазах у другого – вдвойне тяжело. Так что вам лучше воевать на разных частях. Тяжело было братьям расставаться, но северный дух научил их выдержке, и они расстались на время. В бригаде Алексей Насыров стал командиром минометного расчета. Начались ежедневные бои. Он испытал все – и горечь отступления, и радость победы над врагом. Солдатская дорога войны пролегла через Белоруссию, Латвию, Литву, Эстонию. Алексей стал умелым и отважным солдатом. Был дважды ранен. Грудь его украшали 2 медали за отвагу, которые очень высоко ценили фронтовики. Когда мать Алексея, Мария Николаевна, получила на него похоронку,
Она не поверила, и через 3 дня получила от сына письмо, где дата была проставлена позднее, чем на похоронке. И Алексей продолжал воевать. На фронте у Алексея Насырова было 12 благодарностей от командира. Разрешите зачитать одну из них. Полная победа над немцами теперь уже близка, но победа никогда не приходит сама. Она добывается в тяжелых боях и упорном труде. Вам, участнику боев за овладение городами Гайцвальд, Терпов, Нойштрелец, Фюрстенберг, Гранзее, важными узлами дорог в северо-западной части Померании и в Меркинге, приказом Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина от 30 апреля 1945 года номер 351 за отличные боевые действия объявлена благодарность. Поздравляю вас с боевым успехом и выражаю твердую уверенность в том, что, вдохновленные сталинской благодарностью, вы будете еще крепче бить ненавистных немецко-фашистских захватчиков до полного их разгрома. Командир части Сидоров. Мама. Она ждала всех 5 сыновей живыми. Очевидец и соседка Елена Захаровна Анисимова рассказывала, как Мария Николаевна накрывала стол скатертью, ставила стаканы сыновей и пила вместе с ними чай. Возможно, именно эта ненадежда в сердце матери помогла им всем вернуться с войны живыми. День Победы мы встретили на Эльбе. Я часто смотрю на старые фотографии. Вот мои друзья: казах Давыдов, белорус Павел Гришанов, русские ребята и я, татарин из далекой Якутии. Это был день, когда впервые молчали орудия. В штабе армии со всех дивизий собралось человек 30. Нас встретил маршал Рокоссовский. «Воины-победители, вам выпала великая честь участвовать на параде Победы», — сказал он. Приехали 17 мая и готовились до 24 июня. Каждый день по 8 часов строевых занятий. И вот этот день настал. Приветствую и поздравляю вас с великой победой над германским империализмом. Все было волнительно, торжественно и строго. Никогда не забуду тот момент, когда из ворот Спасской башни выехал на коне маршал Жуков. Как один миг прошли минуты победного парада. Как мне хотелось, чтобы вместе со мной шли те товарищи, что остались на поле боя. Они жизни не жалели ради победы. Мы знали, что дело наше правое, и верили, победа будет за нами. Так и получилось. День Победы! Я люблю тебя, жизнь. Это слова моего героя, участника парада Победы в Москве в 1945 году. Кавалера орденов Великой Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, Ордена Славы 3 степени, 2 медалей за отвагу, медалей за победу над фашистской Германией и за взятие Берлина. Насырова Алексея Ибрагимовича. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. В память об активных участниках Великой Отечественной войны, кавалеров многих боевых наград, активных тружеников народного хозяйства названа улица. Улица братьев Насыровых. Установлена мемориальная плита в честь 5 братьев, которые живыми и невредимыми вернулись с фронта. Они ради нас жили, ради нас воевали, ради нас честно трудились. Мы хотим сказать им огромное спасибо.
Большое спасибо от ваших сыновей, дочерей, внуков и правнуков. Мы гордимся вами, помним, любим и никогда не забудем.